Первое, шестая пара, весовая категория 57 килограмм. Команда «Спарта». Чемпион Кыргызской республики по боевому самбо. Призер Арлан Пиев. Чемпион по валитуду 2015. Воюет псевдоним Кыргыз. Призер будет Арлан Пиев. Урмат Улу. Призер Арлан Пиев. Правильно? Призер народного турнира Арлан Пиев. Так. Его соперник. Весовая категория 57 килограмм. Боец из Казахстана. Алматы. Команда «Кинг». Чемпион Казахстана по самбо. Чемпион Казахстана по накокудо. Тимур Тангуров. Дорогие друзья, приветствую вас. Доброе времени суток, как в этом случае принято говорить. Не зная, на самом деле, какое время суток у различных наших телезрителей и любителей смешанных единоборств. Ну и у микрофона ваш покорный слуга, традиционный комментатор смешанных единоборств Максим Воронов и мои со-комментаторы Талант Джаманаков, вице-президент ВЭФ, и Надыр Кадыров, президент Азиатской лиги Ахмат. Мы с вами включаемся по ходу уже сегодняшнего большого события, которое проходит 23 апреля 2016 года на бокс-арена «Стронг», город Бишкек, Республика Кыргызстан. Сразу же название турнира озвучу. Это Азиатская лига Ахмат совместно с ВЭФ Профайт под номером 4 проводит турнир памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Вот мы видим как раз его изображение на флаге Чеченской Республики, Российской Федерации. Ну и, естественно, флаг Кыргызской Республики мы также наблюдаем вместе. Дорогие друзья, сразу же передам слово Таланту Джаманакову, вице-президенту ВЭФ, который расскажет подробно о двух бойцах, которые представляют две разные страны. Это Кыргызстан и Казахстан. Добрый вечер, во-первых, Талант Джаманаков. Ну и, во-вторых, будьте любезны, подробно расскажите о двух спортсменах, потому что информационными данными вы, как никто другой, владеете. Добрый вечер, Максим, спасибо. Ну, что можно сказать про красный угол? Красный угол представляет страну Кыргызстан, Урмат-Улу Бектурсун. 94-го года мальчик, спортсмен, в свои годы достиг, который немало результатов. Является мастером спорта по боевому самбо и по смешанным единоборствам бразильской версии валитуда Кыргызской Республики. Рекорд у него 2-0, оба выигрывал в серии турниров ВЭФ. Что можем сказать про синий угол? Это Дангаров Тимур, довольно-таки известный боец в Южном Казахстане, представляет город Алматы. Также является чемпионом Казахстана по самбо 2013, чемпионом Казахстана по джек-меджек. И рекорд у него 3-0 и без поражений. Также является мастером спорта по смешанным единоборствам, представляет клуб «Кинг» и тренер Минаилов Игорь. Здорово, спасибо большое вам. Талант Джаманаков, как раз вице-президент ВЭФ, рассказал подробно сейчас о двух бойцах. Сразу скажу, дорогие друзья, все мы знаем уже, что такое всемирный бойцовский чемпионат Ахмат. Это W Fighting Championship Ахмат на английском языке. Ну и Азиатская лига Ахмат буквально совсем недавно открылась. Кстати, президента этой лиги Надыра Кадырова мы, пользуясь возможностью, поздравляем с этим открытием новой лиги азиатской под как раз брендом Ахмат.
Ну и уже легендарный бренд Ахмат. Мы знаем, что огромное количество потрясающих проектов как раз бойцовский клуб Ахмат запустил, в том числе и свою Всемирную лигу, в том числе мы знаем Гран-при Ахмат 2016, которую мы как раз с вами особенно подробно наблюдаем, который проходит сейчас очередная стадия. Мы ждем полуфинальной как раз стадии, которая в ближайшее время будет 22 мая в Чеченской Республике, в городе Грозном, в легендарном Колизее. Ну а передаю слово Надыру и еще раз поздравляю вас с открытием Азиатской лиги Ахмат. Большое спасибо, Максим, за ваши чистые, искренние поздравления. Доброе время суток, уважаемые любители смешанных единоборств. Действительно, вот как Максим сказал, под брендом легендарного клуба и легендарной лиги, Всемирной лиги Ахмат, мы открыли Азиатскую лигу параллельно. И вот наш первый совместный турнир с организацией ВЭФ, которая проводится в Киргизстане, в Киргизской республике, в городе Бишкек. И вот наш первый поединок, на который, я так думаю, Максим Воронов даст лучшую оценку. Пожалуйста, Максим. Надыр, на самом деле бой-то прекрасно мы видим. Великолепный казахский спортсмен, у которого 3 победы, 0 поражений. Такой undisputed, как говорят в Америке. Без поражений в его карьере идет этот великолепный атлет. Ну и так называемый undisputed термин еще означает не проигравший ни разу официально в профессиональной карьере спортсмен Дангаров Тимур. Ему противостоит как раз боец из Кыргызстана Урматулу Бектурсун. Закончился первый раунд. қалған бұттан жатқызып көтеріп салсаң оңай болады. Ары бері 2 үстін көтеріп сал. Ойын башталғанша көтеріп ал. Начало второго раунда мы с вами увидим, дорогие друзья. Это начало, я нисколько не сомневаюсь, будет очень эмоциональное и рациональное также, потому что мы видим 2 бойцов с очень серьезным стажем и бэкграундом в любителях, как минимум. Парни с титулами, со званиями, сознанием дела. Посмотрите, как мне нравится, казахский атлет подходит к каждому раунду, так легко раскидывается и начинает стойки жестко обмениваться. Ну и здесь кыргызский спортсмен Урматулу Бектурсун, извиняюсь, дорогие друзья, точно действует в нескольких эпизодах и переводит в клинче. Вот это как раз та специфика проведения поединков по смешанным единоборствам в ринге. Мы сейчас ее с вами могли очень так подробно наблюдать, как только бойцы оказываются, так знаете, среди канатов, то сразу же возникает пауза, и рефери вынужден остановить поединок и отправить 2 спортсменов в центр ринга.
Надыр, как вам кажется, обращаясь к Надыру Кадырову, президенту Азиатской лиги Ахмат, насколько меняется картинка боя, когда бойцы смешанного стиля выходят в ринг? Максим, вы правильно заметили, октагон и ринг — это две разные, как бы сказать, зоны дислокации проведения спортивных мероприятий. Конечно, для ударников, кто работает в стойке, которые привыкли более работать в ринге, для них это очень удобно. Но что касается партеровиков, им бы, конечно, площадь октагона намного удобнее. Но для данного поединка хочу уточнить, что оба бойца работают более в стойке и применяют больше ударную технику. Для них, по-моему, это в самый раз. И вот мы видим, опять же, обмен ударов. Максим? Да, вы, кстати, сейчас, Надыр, очень верно отметили по тактическим зарисовкам двух бойцов, когда один ударник либо другой борец, как раз борцу, естественно, ближе клетка, там в партере у клетки завозить, но есть еще и клинч в стойке, который у клетки тоже специфичным является, нужно его отрабатывать, ну и много других нюансов поединка в клетке. Но напомню вам, есть такой великий и прославленный суперчемпион, чемпион Прайда Федор Емельяненко, наш друг и наш близкий человек нам по духу, который любит ММА в ринге. В клетке не так сильно тяготеет он к этому поединку именно в пространстве клетки. Хотя понятно, что он наикрутейший боевой самбист, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта в этом виде, мастер спорта международного класса по дзюдо наш Федор Емельяненко, но при этом он очень любит ринг. Это вот так как некий такой, знаете, пример от классического жанра, о котором вы сказали, Надыр. Здесь действительно происходит такая, знаете, индивидуальная составляющая. Вот как раз у Федора она всеми красками нарисована. И его подготовкой он, конечно, по сей день не скрывает, что ринг его излюбленное пространство для ведения поединков. Напомню, его недавнее возвращение в Японии, промоушене Райзен, было как раз проведено, опять же, в ринге. Знаете, сейчас какой удар с левой ноги от казахского спортсмена пропускает как раз Урмат Улу Бектурсун в область туловища, перетерпел на себе и, излившись сейчас, пытался контрвыпадом совершить точное техническое действие в ударной технике. Сразу хочется обратить вопрос к таланту Джаманакову, вице-президенту Всемирной Федерации РТМАШ, вольной схватки, что переводится с кыргызского языка. Талант, давайте с вами для дорогих наших и уважаемых телезрителей проанонсируем будущее ваше потрясающее, не боюсь этого слова, событие в мире смешанных единоборств, которое будет уже проходить как раз в клетке. 15 мая оно нас ждет в столице Кыргызстана. Совсем скоро. Как вы готовитесь к нему? Что, может быть, припасли для телезрителей особенно? Может быть, некие сюрпризы готовятся? Ну и в целом расскажите о подготовке потрясающего мероприятия, которое нас ждет 15 мая. Спасибо, Максим. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что 15 мая 2016 года, практически уже совсем скоро, в городе Бишкек, Кыргызская республика, состоится большой международный турнир под эгидой Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» совместно с Федерацией ВЭФ, как вы сказали, World RTMASH Federation. Отметим, это будет 5-й по счету турнир, большой ивент ВЭФа, и первый, который совместно будет проходить с клубом «Ахмат». Уже, как я понимаю, не первый, а уже второй после сегодняшнего события. Уже второй после сегодняшнего. Но именно по масштабам это будет первый, так как этот будет турнир межконтинентального значения. Там будет в турнире будут участвовать примерно будет 15 поединков, где будут участвовать спортсмены с ближнего и дальнего зарубежья. Будут разыграно 2 пояса, это на 66 килограмм и на 93 и выше. Есть, расскажу про 93 и выше, будет драться, можно сказать, легендарный боец Зелимхан Умиев, который очень опытный боец, очень любимым публикой боец России, который также будет защищать честь клуба «Ахмат».
он будет первым претендентом на чемпионский титул в весе 93 и выше на этом турнире. И второй соперник это будет Магомед Джамбураев. Он также будет представлять клуб «Ахмат». Против него выступит боец из Кыргызстана Тилек Батыров. Тилек Батыров это достаточно опытный боец, который не раз представлял Кыргызстан на мировых аренах. Он дрался в таких промоушенах, как Кунлун Файт. Его профессиональный рекорд 9-0. 9-0. Да, хорошие нас ждут поединки. Это 15 мая сего года. Напомню вам, дорогие друзья, обязательно ждите трансляции с этого потрясающего события под эгидой Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» и Всемирной Федерации РТ-МАШ. Но это нас будет ждать в будущем события, а тем временем поединок пришелся к третьему раунду, и он начинается. Опять первым начинает с ударной техники казахский спортсмен Дангаров Тимур. С левой ноги он прочувствовал дистанцию и попытался нанести точно разящий удар справа. Но сам мог и пропустить в разрез. Справа также от более высокого, худощавого телосложения, но при этом такого, знаете, сухого бойца из Кыргызстана Урматуллу Бектурсуна. Извиняюсь, дорогие друзья, потому что фамилии и имена здесь достаточно так иногда будут непросты в произношениях. Но мы, я уверен, по ходу сегодняшнего эфира справимся с этим. Смотрите сейчас, как Бектурсун Урмат действовал навстречу. Справа кроссом попытался настичь. Еще раз справа повторно он действует и великолепно точно. Но, вы знаете, не хватает все-таки вот завершающего акцента, закручивания кулака и попадания более жестокого, так скажем, и более жесткого в том числе, потому что попадал он дважды. Правый кросс, такой удар, знаете, вскользь приходился, и поэтому не возымел того эффекта, который мог бы изначально возыметь. Великолепная конкурентная борьба в этом бою. Кстати, сейчас как раз Дангаров Тимур пропустил несколько точных жестких ударов навстречу. Сам попадает левым сбоку. И тут же сместился и ушел. Со скачка левым боковым хорошо действует Тимур Дангаров. Напомню, дорогие друзья, это 57 килограммов весовая категория. Легкие, быстрые парни, но при этом достаточно жестким ударом с рук. Как минимум мы это увидели с вами. Но, и вы знаете, здесь в ударной технике я казахского атлета отмечу также, что и левая нога у него достаточно плотная. Вот сейчас опять левый по печени он попадает. Это то, что я чуть-чуть предвидел, сказав как раз о его ударной технике, ударных возможностях с левой ноги. И как будто, знаете, Дангаров Тимур меня услышал и нанес туда же жестко и точно удар в область правого нижнего подреберья. Это красивый нокаут, дорогие друзья. Здесь рефери в этом поединке даже не стал отсчитывать 10 тех самых секунд. Но вы знаете, здесь технический нокаут, не совсем я понимаю, почему он технический. Здесь был, по-моему, чистый нокаут от одного точного удара. Боец из Кыргызстана не смог продолжить поединок. Как раз с этим вопросом я обращусь к моему сокомментатору, коллеге Надыру Кадырову, которого любопытно послушать в этом случае, а что он думает насчет судейского решения. Где же здесь был все-таки технический нокаут? В принципе, здесь никакого технического нокаута не было. Это был чистый нокаут, как уже, Максим, вы сказали, в область печени. И соответственно, мы с вами как раз в одном и сошлись. Да, это однозначно, это был нокаут. Здесь просто либо рингоносор что-то, может быть, напутал, либо судейское решение было вынесено как-то совсем на быстрой скорости, так скажем, на сверхскорости, где не успели отметить точность.